Так, друзья, ассалам алейкум, витаю вас. Так, сегодня, друзья, 16 февраля 2026 года, 18 часов 1 минута по Берлину. Сегодня, друзья, 16 февраля 2026 года. Так, звук выключим. 18 часов 1 минута по Берлину, 20 часов 1 минута, соответственно, по городу Джохару. Друзья, я вас сердечно приветствую. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality и на канале Аслан Арцуев ТикТок. И, как обычно, напоминаю всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности и будьте аккуратны, осторожны. Все остальные присоединяйтесь, задавайте вопросы. Ну, все как обычно, вы все знаете. Итак, сегодняшний стрим я свой назвал «Украина и Ичкерия. Иллюзия скорого краха как метод контроля». И, соответственно, у меня есть вопрос для вас. В чате, в YouTube вы его видите, этот вопрос. Вы замечаете, что на украинских каналах слишком часто говорят о скорой победе и скором крахе? Да, нет, не знаю. 3 варианта ответа, друзья. Отвечайте, задавайте и давайте обсудим эту тему. Это очень важно. Для вас я немножко подготовил текст. Знаете, я очень много вижу параллелей между войной против Ичкерии, фашистской России, и против Украины. Очень много. Я это называю чеченским дежавю. При всем при этом, я полагаю, что у людей, которые непосредственно принимали участие в войне, непосредственно там занимались политическими делами внутри, я как наблюдатель только все это видел. Хотя мой взгляд, сторонний взгляд как наблюдателя на русско-чеченскую войну и процессы, которые происходят, он тоже имеет значение, так как не был зашорен разными провокациями внутри нашего политикума. Но я знаю, что наши люди, наши представители власти, наши ветераны боевых действий, они знают больше, чем я. И я с ними советуюсь, я у них получаю информацию, провожу параллели. И вот пытаюсь делать какой-то анализ из того, что мне известно. И очень много параллелей между войной. Ну, ничего удивительного. Воюют против Украины те же лица, те же персоны, тот же политический строй, та же политическая система, те же методы и та же информационная пропаганда, которая ведется. Один в один. Просто один в один. Даже немножко лучше в отношении Украины они действуют. Потому что уже отработав механизмы, научившись, сформировав свои коллективы, так сказать, банд-коллективы, они не только на фронте, на театре военных действий, но и непосредственно в информационном пространстве. И вот я сегодня с вами хочу поговорить про информационное пространство. Я видел войну больше всего, русско-чеченскую войну, опираясь и глазами журналистов, которые писали на Кавказ-центре. Я постоянно читал этот ресурс и верил, что этот ресурс там говорит правду и так далее. Сейчас я уже убежден, я знаю, что это наш ресурс попал, ну, наверное, нашим он никогда не был, потому что попал в руки ФСБ, в руки России. После гибели Джохара Дудаева, Мулади Удугов, Ахмед Закаев, я думаю, раньше, Мулади Удугов, может быть, тоже раньше, до того, как он пришел помогать Джохару Дудаеву, фактически работали на врага. Фактически.
это принесло нам, чеченскому народу, катастрофические последствия. Это страшная трагедия чеченского народа. Большего пострадавшего чеченского, чем чеченский народ, на сегодняшний день не существует. Ни одного народа на земле. Мы потеряли более 25% от числа своих граждан. И мы оказались еще в заложниках. Мы оказались в руках. То есть вся республика прошла через фильтрационные, так называемые фильтрационные, по факту, концлагеря. И много людей погибло, изувечено, и многих психологически очень сильно ранили, травмировали. И Кавказ-центр, который первыми, Маулади Удугов призывал первыми в 21 веке напасть на неверных, на кафиров, на христиан, то есть на Дагестан, на Россию, и сам быстренько умотал куда-то туда. Говорят, в Турции где-то проживает и так далее. И таким образом фактически и Ахмед Закаев, который был министром культуры, печати и информации, который на Совете Безопасности предлагал идти с джихадом на Россию, у себя в театре открыл штаб добровольцев, где собирал, чтобы напасть на кафиров, на христиан. Вот такая вот была ситуация. Сейчас мы это уже знаем, сейчас я это знаю, и вы должны это тоже узнать. Дело в том, что Кавказ-центр постоянно рассказывал, я находился в Москве, и нам постоянно рассказывали, что Маулади Удугов это единственный, представьте себе, Россия говорит о том, что Маулади Удугов, один человек, победил информационных всех. Сейчас я понимаю, что это была и раскрутка своего человека, как они это делают. Вот как здесь в Европе разных Тумсо Абдурахманов, Ахмед Закаев, там других третьих. Реальных своих врагов они даже не упоминают. И вы, мои зрители, многолетние зрители, которые знают меня уже больше 7 лет, получается, я веду этот канал, ни разу не уличили меня во лжи, потому что я вам не лгал никогда. Если бы уличили бы, об этом трубили бы наши недруги на всех ресурсах, на всех углах. Так вот, когда я читал «Кавказ-центр», я постоянно ощущал, что вот-вот победа близка. Вот-вот мы побеждаем. Вот-вот сейчас вот Россия рушится, Россия разваливается, Россия это, Россия то. Я понимаю, что нужен оптимизм, нужна поддержка. Но на войне больше, чем оптимизм, нужна правда. Потому что ты должен знать, откуда тебе прилетит снаряд, откуда тебе прилетит пуля, откуда тебе прилетит мина. Ты должен знать, где находится враг. Точно так же то же самое относится и к информационному пространству. И сегодня, по моим наблюдениям, на украинском информационном пространстве, ну вот-вот все рушится. Путин бежит, Кадыров там сбежал, там Россия это. Да, есть признаки, некоторые есть. И я их обязательно всегда подчеркиваю и говорю, тоже надеясь. Иногда опираясь на украинскую пропаганду, которая тоже там рассказывает, вот-вот мы побеждаем и так далее. Но реальность, она далека от реальности. То, что говорят, это далеко от реальности. Вот точно в таком же ключе происходило, когда я приезжал в Ичкерию, в оккупированную Ичкерию, начитавшись Кавказ-центра, что вот-вот победа, вот все у нас в руках, все бегут там и так далее. И я видел совершенно другую обстановку. Тотально запуганный народ, уничтожение народа, страх. Ну, короче говоря, со всех сторон надежда была, я как оптимист и очень надеялся. Но ситуация была просто критическая. Она не немножко отличалась, она кардинально отличалась от того, что я читал на Кавказ-центре и реально то, что я видел в Ичкерии. И сейчас я вижу то же самое. И знаете, сейчас, когда я знаю точно, я убежден в этом, что Кавказ-центр, это и Ахмед, и Маулади Удугов работают против чеченцев, под выдуманным там лозунгом какого-то там исламского халифата там и так далее, и так далее. Может это, некоторые говорят, он в Турции находится.
Может, это туркам выгодно, потому что на Кавказе мы туркам тоже не нужны. Это мы тоже знаем. Турецкая империя расширяется, и она всегда с нами конфликтовала. Либо обманывала нас и использовала против России. Поэтому, возможно, и так. Может быть, Удугов находится в России. Может быть и так. Но не столь важно, где он находится. Сам факт того, что вот эта ситуация очень хорошо демонстрирует. Например, есть такой Кирилл Буданов. Кирилл Буданов первым на моей памяти рассказал о том, что Россия развалится, и он скоро войдет в Крым. Вот летом мы войдем в Крым, и так далее. Возможно, это была какая-то поддержка, надо вот сказать, нужно поддержать и так далее. Но когда слишком много вот этой пропаганды, а то, что Россия развалится, это я мог бы сказать, как независимый блогер. Но человек, возглавляющий одну из главных военных разведок Украины, такое говорить, это мобилизовать русских. Вот смотрите, они хотят развалить нашу Россию. Украина не может отбить свои территории, а тут она целую Россию захватить хочет. Смотрите, и это очень мобилизует врага. Поэтому там двоякое такое положение, польза от этого больше или меньше. Ну, давайте про информацию, которая сейчас в Украине очень сильно распространяется. Сравнивая информационное пространство вокруг двух конфликтов, войны в Чечении и войны в Украины с Россией, я вижу одну и ту же схему воздействия на сознание людей. Эта схема не случайна и не спонтанна. Сравнивая информационное пространство вокруг двух конфликтов, войны в Чечении и войны в Украине с Россией, я вижу одну и ту же схему воздействия на сознание людей. Эта схема не случайна и не спонтанна. Она является частью широкой практики информационно-психологической войны, на мой взгляд, которая сопровождает современные вооруженные конфликты и направлена на манипуляцию ожиданиями, эмоциями и восприятием реальности. В Чечении в 1990-х, 2000-х годах, когда я читал «Кавказ-центр», там постоянно транслировали сообщения о скорой победе, о том, что Россия вот-вот развалится, что наши партизаны уже близки к успеху, что перелом наступит сейчас и сразу. Снаружи такие утверждения создавали впечатление, что победа близка, что враг на коленях. Но когда я приезжал в Ичкерию, картина была совершенно другой. Народ был угнетен, запуган, истощен реальностью жизни после десятилетий войны. И в итоге надежда, подпитываемая иллюзиями скорого перелома, не стала ресурсом силы, а стала источником разочарования и деморализации. Сейчас я наблюдаю ту же самую структуру в информационном поле вокруг Украины. Вокруг войны постоянно звучат утверждения: Россия вот-вот развалится, Путин будет свергнут, система рухнет, Кадыров бежит, все изменится на следующей неделе, завтра все будет иначе. Эти формулы похожи на те, что были вокруг Чечении. Они работают как инструмент ожидания скорого чуда, которое не наступает. Это не просто массовые рассуждения или оптимистические прогнозы обычных людей. Это часть информационной войны, процесса воздействия на массовое сознание через специально подготовленные информационные потоки и нарративы. Информационная война – это не только ложь одного государственного актера. Это и попытки формировать восприятие реальности у широких аудиторий, поддерживать определенные эмоции и надежды, усиливать ожидания перелома, который служит не факту, а эмоциональному удержанию людей в состоянии напряжения и привязки к перспективе, а не к реальному анализу ситуации. Почему это работает? Потому что надежда – сильный ресурс, но она становится ловушкой, когда ее используют как постоянный стимул без реальной основы. Люди начинают жить ожиданием вот-вот, терять способность смотреть на факты такими, какие они есть. И вместо реализации стратегических шагов переходят в состояние зависимости от очередной порции обещаний. В результате надежда перестает быть ресурсом и превращается в механизм управления вниманием и эмоциями.
В обоих случаях, вокруг Чечении и вокруг Украины, мы видим, что этот прием не касается реальных изменений на поле боя или в политической ситуации сам по себе. Он направлен на поддержание определенного эмоционального состояния, которое отвлекает от анализа реальных причин и следствий, от оценки фактической динамики событий и от разработки адекватных стратегий действий. Сегодня информационное поле войны в Украине – это не только рассказы о будущем падении России. Это часть более широких информационных операций, где каждая сторона стремится использовать эмоционально заряженные сообщения, чтобы влиять на аудиторию. Российские источники продвигают свои нарративы, украинские свои. И сторонние информационные центры делают то же самое. Во многих случаях это сопровождается ложным преувеличениями или эмоционально манипулятивными сообщениями, которые вводят людей в состояние постоянного ожидания изменения, которого на самом деле нет. Важно понять, обещание скорого перелома – это не объективный анализ хода событий, а метод информационного воздействия. Он удерживает людей в эмоциональном напряжении, формирует зависимость от очередной истории вот-вот и в итоге истощает психику. Мы видели это в Ичкерии и сейчас видим то же самое вокруг Украины. Освободиться от такой ловушки можно только через прямое сопоставление реальных фактов и требований к информации, сравнение заявлений с тем, что оценка по фактам, а не по нарративам. Друзья, это очень важно, на мой взгляд, это очень важно. Мы должны на это обращать внимание, потому что правда, она сильнее любого оружия. И правда на стороне Украины. Если Украина, да, Россия может лгать, ее народ, он безвольный, у него нет никаких прав у российского народа. Они ничего там не решают, у них никакого голоса нет. Украинское общество устроено совсем по-другому. И для украинцев важно иметь достоверную информацию. Нужно знать точно, что произойдет. Опять же, я не против оптимизма. Оптимизм – дело нужное на войне. Ни в коем случае нельзя разочаровываться. И победа будет за Украиной. Но правда, она на стороне Украины. Это оружие Украины. Это самое сильное оружие Украины. Если бы этой правды не было бы на стороне Украины, Украина не получала бы в таком количестве поддержки со всего мира. И это оружие, оно бесценно. Мы, чеченцы, пережили геноцид, как я говорил в начале своего ролика, своего стрима. И мы оказались в заложниках. Наша территория оккупирована, народ наш оказался в заложниках у фашистов. У самых жестоких на этой, самой человеконенавистнической идеологии, у них мы в заложниках оказались. Так вот, только лишь благодаря правде, которая у нас есть, мы не сдались. У нас убили более 25%. Над нами издеваются, нас оболгали на весь мир, что весь народ является террористом. Ни одна террористическая исламистская группировка не называется целым народом. Только чеченцы называются. Чеченский терроризм, чеченский террор, чеченский террорист и так далее. У всех есть там Хизбалла, Хамас, никто не говорит египетская, ливанская, палестинская и так далее. Да, дополнительно добавляется. Но у них есть свои наименования у этих названий. И только нас, чеченцев, всех называют террористами. Несмотря на это, мы не проиграли. Мы не только не проиграли, мы стали сильнее. У нас появился колоссальный опыт, потому что мы придерживаемся правды, мы придерживаемся истины. И будем ее придерживаться. И не зависит, убили Дудаева, убили Умарова, убили Масхадова, убили кого-либо другого. Не имеет абсолютно никакого значения, потому что это правда. А правда, она непобедима. И Украина не может размениваться своей правдой вот так задешево, чтобы там украинцам, якобы, чтобы понравилось, либо чтобы просмотров больше было, так вроде бы за этим гонятся. Это очень важно, друзья. Мы это должны знать и на это обращать внимание. К большому сожалению, у меня плохие
новости для Украины сегодня. Плохие они потому, что в Украине, да, украинская армия непобедима, украинская армия бьет врага просто бесщадно, беспощадно, это мы все видим. Враг боится Украину, враг просто в страхе перед украинской армией. И мы, чеченцы, 3-4 тысячи нас всего воевало против России. К нам в маленькую, меньше Киевской области, Чеченскую республику Ичкерия, было загнано 462 тысячи российских бандформирований. Методом ротации до 5 миллионов их прошло через Чеченскую республику Ичкерия. Так вот, 3-4 тысячи наших бойцов гоняли эту вторую армию мира по нашей территории. Гоняли просто. Да, мы несли потери, но на их место и весь народ поддерживал, 95-99% чеченцев поддерживало нашу армию, наших солдат, наших воинов. Но и в случае гибели сразу же добровольцы становились на место. Мы никого не звали по призыву, никому повестки не посылали. Каждый делал, как говорится, добровольно. Каждый делал все, что мог и все, что от него зависело. И поэтому украинская армия, она непобедима. Украинская армия – это защита Европы. Понимаете? Украинская армия доросла до уровня. Помните 2014 год? Я с первых дней, я с 2013 года до начала войны в Украине защищаю Украину и говорю о том, что будет война в Украине. В 2013 году еще было понятно, что там вот начнется война. И помните 2014 год, когда захватывали Крым? Так вот, я запомнил кадры, когда 20-летний юнец украинский едет в Крым. Пацан, 20 лет ему, наверное, не было. Лет 40 военный бежит из Крыма. Вот какая была армия в Украине. А сейчас украинская армия – это самая сильная армия Европы. Самая мощная армия, самая непобедимая армия. Но, к большому сожалению, этого оказалось недостаточно. Ни нам, ни, я надеюсь, вам будет этого достаточно, потому что поддержка. Но, с другой стороны, мы проиграли политически. Они убивали наших лидеров, они дискредитировали наших лидеров, подкупали, запугивали. Ну, много разные такие вещи были. Не самых первых лидеров запугивали. Это исключено и невозможно. Но кого-то запугивали там через родственников там, и так далее. Поэтому у меня плохие новости в том плане, что я вижу, что Украина не движется в направлении победить. Украина движется, вот держится на этом энтузиазме украинского народа, украинских патриотов, украинской армии. И все. И все. 4 года. Уничтожено более 1 200 000 и ранено боевиков российских. Украина потеряла, как некоторые утверждают, где-то около 150 000 своих сынов и дочерей. Это колоссальные потери. Мы потеряли 250 000, более 250 численности. Но вот такая вот ситуация, к большому сожалению. И нужно что-то делать. Что-то нужно делать. Я постоянно пытаюсь, я об этом много раз говорил. В 2021 году за несколько месяцев, 6 августа 2021 года, за полгода буквально, чуть больше может быть, до начала крупномасштабного вторжения фашистской России в Украину, человек из окружения Ахмеда Закаева пытался вербовать меня на российскую разведку. До этого я с украинцами постоянно здесь, в посольстве Гамбурга, на митинге в Берлине, здесь в Гамбурге на митингах, ездил в Украину, в спилке блогеров украинских состоял. И, короче говоря, постоянно пытался объяснить, помогать, там как-то вести информационную борьбу, освещать события. Честно, объективно, не потому, что украинцы мне там родственники или там меня там подкупили, а потому что они на правде. Вот поэтому я этим занимался и занимаюсь. Но после того, как меня вот в Украине принимаемый Ахмед Закаев и его окружение, Нашхо Эльдаров, по другим данным Руслан Сулейманов,
пытался вербовать на российскую военную разведку. Я разочаровался во всем этом, и он мне тогда говорил, нужно информацию от украинцев добывать. И я тогда себе дал такую установку, что чем меньше я буду подходить к украинцам, я могу и так делать, то я хотел поехать в Украину, я готов был, но оружие брать я не готов был, я правозащитник, я готов был вести информационную борьбу. И готов был приехать в Украину, не боюсь ничего, абсолютно. Знаю, что смерть, она предопределена, и от нее не убежать. Но после того, как вот я узнал, что российской разведке нужно, чтобы я внедрялся в украинские там блогерские там группы там, и так далее, на всех каналах там меня там показывали бы, и я там вел бы нарратив российский, я посчитал, что я должен дистанцироваться. Я украинцам рассказывал, блогерам рассказывал. Ну, там, видимо, работала СБУ, вроде российская это, КГБ там работала. И, видимо, меня не услышали до конца. Потому что, может, я какую-то провокацию делаю там и так далее. Ахмед Закаев — это тот человек, который, когда туда поехал наш генерал, воюющий генерал Иса Мунаев, отговаривал его, обещал ему $1 миллион. Это мне боец из батальона шейха Мансура рассказал. Имя есть, этот человек находится в Украине. Абсолютно, он говорит, я это не скрываю. Просто, если нужно, я могу привести этого свидетеля. Так вот, и не только он мне это говорил, потом еще из других источников. Чтобы Иса Мунаев не поехал в Украину, Ахмед Закаев обещал ему должность министра внутренних дел в Чечне, в составе России после Кадырова, и $1 миллион. Вот от чего отказался Иса Мунаев и поехал туда. Ну, конечно, никакие миллионы, миллиарды продаться России Иса Мунаев не купился бы. Но сам факт. Поэтому эти вещи вы тоже должны знать, друзья. Вы тоже должны знать и должны понимать. Сейчас идет очень мощная... Ну, все, я честно признаюсь, я чаще, больше всего, иногда только смотрю на украинском языке. В основном я смотрю украинские каналы на русском языке. Но это просто, я извиняюсь, позор. Это катастрофа. Просто по-другому это никак не объяснить. Просто катастрофа. Понимаете? Потому что, просто люди зарабатывают деньги на крови. Им абсолютно плевать, что происходит с украинским народом. Они лгут. Они просто делают все, чтобы украинский народ истощился. Если брать российский народ и украинский народ, то украинский народ истощится раньше. Во-первых, потому что украинцев меньше, а во-вторых, один украинец стоит тысячи, десятки тысяч их абсолютно бесполезных людей. Ведь просто задумайтесь, президент Российской Федерации, объясняя матерям, женам погибших и раненых там в этой так называемой СВО своим людям, какой пример он приводит, что вот нужно воевать. Чем где-то, бухой где-то он своей собственной блевотине, извиняюсь, пусть лучше умрет за Россию. Вы можете представить, чтобы там украинцы своих вот так отправляли на войну? Или чеченцы так отправляли своих на войну? Да чем ты понимаешь? Это вот материал, который они вам отправляют. Вот материал, который отправляют. Поэтому, конечно же, потери, которые происходят, они несопоставимы. Даже тому, что некоторые говорят, там доходит до 1 к 25. Один убитый украинец и 25 убитых русских оккупантов. Но это все равно, потому что здесь погибает свободный дворянин. И неважно, украинец он или русский, или там крымский татарин. Это все граждане Украины, которые сражаются за свободу, за свою свободу сражаются. 1 на 10 миллионов, да, согласен, или на 100 миллионов. С этим тоже не поспоришь, друзья, это правда. Поэтому эти вещи, друзья, мы должны знать, мы должны говорить об этом. Я пытаюсь не критиковать Украину, я критикую Украину. Я отдалился, как я сказал, из-за того, чтобы лишний раз
не подставлять Украину, потому что свою работу я могу делать из Германии. Мне не проблема открыть компьютер и начать здесь говорить, как вы понимаете. Это очень важно, чтобы мы, друзья, понимали все это. Давайте я почитаю ваши комментарии и потом поговорим. Так, голосование у нас идет. Да, говорят 44%. Нет, говорят 28%. 28% также говорят не знаю. 28% также говорят не знаю. Но я этот вопрос вам задал так сказать, чтобы вы тоже приняли участие, потому что это отрицать, вот тот, кто говорит нет, но это просто бессмысленно. Вы откроете любые каналы, просто заваливается вот эта информационная победа. А по факту украинцы гибнут. И еще пока, как говорится, ничего не видно еще пока просвета. Так, друзья, всех я вас приветствую. Так. К сожалению, единицы разоблачают всю гниль и инфобросы. Да, к сожалению, это правда. Ну, знаете, некоторые не до конца понимают. Именно поэтому вам в Украине нужен был наш президиум правительства. Эти люди очень много знают. Они очень информированы о том, как Россия ведет. Закаевы, там разные такого, Кутаевы. Ну, это же позор просто. Мы, чеченцы, смотрим и просто поражаемся, что вы делаете, украинцы. Ломаев какой-то. Это кто такой? Этот Ломаев исламист был, который за КГБшника, засланного сюда, Тумсу Абдурахманову, мне лично там, они меня пытались заткнуть. И вначале меня купить пытались, обмануть, дискредитировать, запачкать, все что угодно, чтобы я просто перестал говорить. Потому что на фоне не должен был появиться голос. Особенно независимый, свежий голос, новый голос. Потому что это было очень, вот сейчас это важно. Сейчас для них это очень важно. Потому что все их планы, они рушатся. Только лишь благодаря тому, что хотя бы один человек говорит. И вот этих людей вы приглашаете. Просто это предательство. Я по-другому это назвать не могу. Я не верю, что не понимаете то, что говорят. Вот то, что я говорю, Идигов говорит, там другие наши чеченцы много говорят, пишут. Я не верю, что в Украине не понимают. За все это время украинцы не поднялись. Вот много экспертов там разговаривают, говорят и так далее. Некоторые так и правильные вещи даже говорят. Но они не говорят, а почему мы чеченский вопрос? Вот смотрите, вот там сидит Аслан Арцуев, правозащитник, юрист, человек, который просто так говорить не будет. Я свободный человек, я абсолютно независим. Мне немцы не платят, не заставляют меня там кого-то там оговаривать там и так далее. Я готов пройти на детекторы лжи, я готов на любые проверки, что от меня требуется. Я готов предоставить доказательства, которые у меня имеются. А их много. Я готов привести свидетелей, которые у меня есть. Но никто в Украине не говорит, а почему вот смотрите, вот сидит какой-то Аслан Арцуев там, рассказывает про это, а почему мы никак не реагируем? Это же очень серьезные обвинения, мне кажется. На мой взгляд, это очень тягчайшие обвинения. Но никто об этом как бы ничего не говорит. А те, кого мы обвиняем, нашего имени даже не произносят. Обратите внимание. Почему так? Почему вот такие вещи говорят? Нет, это неправда, не может быть там. Я готов пройти также на детекторе лжи. Я вызывал на детектор лжи. Я до сих пор вызываю, я готов в любое время. Публично только, потому что я этим людям не верю. С ними там какие-то там переговоры, тайные встречи, публично. Все под запись, в присутствии свидетелей. Только так я с этими людьми. Потому что это преступники. Самой такой паршивой пробы просто. На которых пробу ставить негде. Это мы должны знать, и вы должны знать, украинцы. Так, давайте дальше.
Так, друзья, я пытаюсь в комментарии, сейчас я этих троллятину отключу, они просто спамят, и я ничего не успеваю зачитать. Я специально не стал убирать этих троллятину, чтобы, если украинцы ко мне зайдут, чтобы они тоже могли задавать вопросы. Но они спамят. Алейк салам, Илюш Махмудов, если я правильно прочитал. Так, давайте я перемотаю, друзья. Если что, может, заново зададите вопрос. Алейк салам, Шавик Машуэль. Есть версия, что Кирилл Буданов завербован русскими. Ну, я это не исключаю, Асламбек. Я, конечно, не могу утверждать, может, он абсолютно некомпетентный, но я это не отрицаю. Я не могу это отрицать. Потому что все, что делает Кирилл Буданов, во вред Украине идет. Вот то, что касается чеченского вопроса. Все, что делается, если бы реально... А почему убили, знаете, Сашко Белого? Почему других прочеченских украинцев задвинули? Не говорят о них, хотя они у нас воевали, за нас воевали в Первую русско-чеченскую войну. Почему этих людей не видно, Сашко Белого убили? Потому что не нужны настоящие украинцы, которые хорошо знают чеченцев и будут говорить от имени чеченцев, и представлять чеченцев. Поэтому не осталось, понимаете? Поэтому не осталось. И Кирилл Буданов, ну, пригласили, представьте себе, человек говорит, я заплачу тебе $1 миллион и дам тебе министра внутренних дел в Чечне, только не едь в Украину. В 2014 году он ему это говорит. Представьте себе. И он это рассказывал, он не скрывал это, он прямо об этом говорил. Я уверен, в Украине он об этом говорил. И после его гибели кому-то хватает наглости пригласить Закаева в Украину. Просто невероятно просто. Это просто позор, самый настоящий. Ахмед Закаев подписывает документы незаконно, без ведома нашего президента, как будто президент знает, обманывая нашего президента, подписывает документы о том, что Чечня часть России. Представьте себе, есть документы, есть опубликованные, у меня есть там, и в Facebook есть, у Аяда Идиго, у нашего президиума на сайте, везде все это есть, что Ахмед Закаев подписывал, и Ильяс Ахмадов подписывали документы, что Чечня часть России. Понимаете? Украина признает Чеченскую республику Ичкерию оккупированной, а человек, кого они приглашают в качестве премьер-министра Ичкерии, за то, чтобы Чечня была в составе России, это просто нонсенс, это просто в голове не умещается. Это значит, украинцы вмешиваются в внутренние дела России. То есть Верховная Рада, которая признала Ичкерию оккупированной, и что над нами совершен геноцид, фактически иностранное государство, даже враждебное, внутренние дела. Ведь завтра Ахмед Закаев скажет, да, часть России, как это сделал Кутаев, о котором мы кричали, говорили, Курочкины знали прекрасно, взяли, пригласили его. Курочкины знают, кто такой Закаев, потому что они присланы ему помогать. Потому что это одна шайка-лейка. И теперь Кутаев, который бил грудь себя, какой он за свободу, независимость, хотя мы прекрасно все чеченцы знали, говорили, ролики есть, говорили, кто он, просто полный расклад делали. Теперь он вошел в ПАСЕ, там, ну, им разрешили, выделили стул, что им можно будет разговаривать с европейцами. КГБшников всех собрали в ПАСЕ, и Кутаева туда же, как россиянина. Представьте себе. Ахмед Закаев дарит ему медальку какую-то свою самодельную, якобы от Ичкерии, этому Кутаеву. А потом говорит, ой, а я не знал. Ахмед Закаев не знал, который его знает 30 лет, 40 лет, этого Кутаева. А я, который Кутаеву недавно узнал, я прекрасно всю информацией владею и так далее. И говорю,
Как это так получается? Это катастрофа, это предательство, это измена. Понимаете? По-другому это не называется. По-другому это не называется. Так, давайте дальше, друзья, комментарии. Так, некомпетентны. Генералы в Москве мрут. Операция с паутина, которую весь мир аплодировал, или память короткая. Ну, во-первых, операция паутина, из ее, говорят, сделала СБУ, а не ГУР. Во-вторых, там тоже было очень странно. Я в первый раз видел, чтобы вооруженные силы, я постоянно смотрю Генеральный штаб Украины, Facebook, я у них подписан, и о потерях смотрю, то СБУ заявила о 48 самолетах, Генеральный штаб, то есть военный, которым я доверяю, это единственные украинские патриоты и украинские военные, кому я доверяю. Они сказали 20, по-моему, или 25, или 18, я не помню сейчас. Но потом они изменили, там, видимо, произошла беседа, и нужно поменять. Это раз. Во-вторых, да, Украина бьет, украинская армия воюет. Я не знаю, чем там Буданов занимается, но я вижу, что Буданов делает в отношении чеченского вопроса. И я вижу, как украинцы некоторые рассказывают про Вагнер, который в Белоруссии был, да и многие другие претензии. Например, украинский блогер, один бывший военный, рассказывает, ветеран рассказывает о том, что Буданов это агент ФСБ, завербованный. Понимаете? Это так, на всякий случай, чтобы если возразить вам. А так, я не считаю, Будда, может, он и компетентный, значит, он предатель, если он компетентный. Понимаете? А что было с походом Пригожина? Я не начальник ГУР, никакой разведкой, никакой инсайдерской информацией, секретной информацией также не обладаю. Так вот, я знал, что то, что делает Пригожин, это спектакль. И этот спектакль, Россия была на грани, реально они не справлялись, у них катастрофа была, понимаете? Катастрофа. Внутри их генералитет, их полковники просто не знали, что делать. Их бросили в эту бойню, и у них не было ни снарядов, ни возможностей, ничего, они не справлялись. И в Украине был порыв такой, дать отпор и пойти дальше. И в этот момент, о чем просил Пригожин? Он просил остановить войну, не убивать наших братьев, украинцев, там, русских, православных, христиан. Нет, он этого не просил, он снаряды просил. Более того, они пошли не на Москву, а на Ростов. И просили они, если вы обратите внимание, не Путина сдать им, а Шойгу и Герасимова. Это что это такое? Это что за поход? Так вот, я убежден сейчас уже, что это была провокация для выявления недовольных российских офицеров и генералов, чтобы их зачистить. А они, хоть и враги были Украины, были потенциальными союзниками, хотя бы ситуативными союзниками для Украины. Так вот, их всех зачистили. Теперь никто не смеет сказать слово против Путина, против власти. И война продолжилась новой силой. Хотя они были на грани краха были. На грани просто морального, психологического уже все, они уже... Вот тогда нужно было добивать информационно со всех смыслов. Понимаете? Ну, поэтому с Кириллом Будановым все ясно. Для меня лично. Закаев не слазит каналов Порошенко, туда и Кутаева приглашают. Человек, который стрелял в машине, где была Амина Акуева, отдали русским. Да, Асланбек Тутаев, совершенно верно. Вот этого Динго отдали, да, обменяли его, обменяли. Так. Арти Грин часто разоблачает руководство Украины. Да, я надеюсь, что этот Арти Грин, он честный. Не так, что вот он нам сейчас красивые слова говорит, сперва нас завоевывает, да, внимание свое, а потом опять свои нарративы заходят. Мы это уже столько раз проходили,
Столько обмана. Смотрите, эти Гордоны, Мордоны. Ну, просто помойка просто. Русскоязычные вот эти каналы Украины. Это просто, ну, дезориентировать человека придуманные вот это все действия. Да, что-то приятное тебе. Вот Россия, о, Кадыров бежит, там этот бежит, там и так далее. Непонятно, о чем вы вообще говорите. Куда бежит? Вы что, с ума посходили, что ли? Но это же так не делается. Ну, ладно, чуть-чуть приврать, но не так же. Так, еще я хотел бы вам зачитать очень интересную вещь. Касательно того, как нас, чеченцев, я еще раз хочу предупредить украинских патриотов, националистов, на которых держится Украина. Вы должны быть в 1000 раз осторожными и аккуратными в своих действиях. Вы главная цель для России. И убийство Андрея Порубия это прямо доказывает. Андрей Порубий был связующим между улицей и властью. Это был очень значимый человек для Украины. И я сейчас вижу, как украинских патриотов и националистов хотят вывести за рамки человечности, расчеловечить. Я вам расскажу, как нас расчеловечили и как это может грозить Украине. И поэтому украинским националистам и украинским патриотам я призываю вас не якшаться с ваххабистами, радикальными исламистами. Эти люди только вас запятнают. Понимаете? Потому что эти люди уже выведены за рамки общечеловеческих принципов, норм права. Они уже все не считаются. Их используют на войну, где-то там использовать, там куда-то отправить, там еще что-то сделать. А в основном верхушка вся, она управляется российскими спецслужбами или может быть какими-то иными спецслужбами. Вот смотрите, недавно опубликован документ, который рассекречен. Он у меня есть на Facebook, он у меня есть в YouTube. И вот смотрите, друг Ахмеда Закаева и Маулади Удугова Борис Березовский. Наверное, знаете этого проходимца и мерзавца. Сейчас, секунду. Так. Вот смотрите. Так, слышно меня, видно? Все нормально? Сейчас, подождите. Вам будет интересно. И это будет очень полезно узнать, потому что это жизненно необходимо знать для украинцев. Перевод на русский. Секретно, зачеркнуто, то есть рассекречено. Мусульманский мир как угроза. На встрече с начальником отдела политики и разведки 6 ноября заместитель секретаря Совета Безопасности Березовский изложил свои соображения по Чечне. По его мнению, мусульманский мир представляет собой растущую угрозу для западной цивилизации, которую Соединенные Штаты и другие ведущие западные государства грубо недооценивают. Он утверждает, что не является противником мусульман, а просто доказывает, что мусульманский мир только начинает проявлять себя как важный мировой игрок в преддверии 21 века. Это 1996 год, 6 ноября, чтобы вы понимали. Никаких исламистов, у нас идет первая русско-чеченская война, у нас абсолютно демократический, полностью демократический парламент, у нас президент, недавно убитый президент Джохар Дудаев, Зелимхан Яндарбиев, которого они хотят, уже бывший вице-президент, ставший президентом после гибели Джохара Дудаева, которого пытаются наталкивать на вот этот исламистский вот этот направление. И в это время уже Березовский знает об этом, понимаете?
И вот что говорит Березовский. Это вызывает особую тревогу, поскольку Россия находится в состоянии упадка в то время, когда она должна продолжать выступать барьером между мусульманским и христианскими мирами, как это было исторически. Этот нарратив о том, что Россия является барьером между мусульманским и христианским миром, был раньше, когда была Османская империя. И русские до сих пор продолжают предлагать свои услуги в этом направлении. Одновременно там они представляются, что у них есть войско Иисуса Христа и Мухаммеда, и они воюют против сатанистов на Западе. Это их официальная точка зрения, их рупоров. А здесь, на Западе, они говорят, мы боремся против мусульман и так далее. Но это просто очевидно. Что касается Чечни, говорит Березовский заявил, что крайне важно, чтобы она оставалась частью России, если Россия хочет и впредь быть оплотом против мусульманского мира. Во время своего недавнего визита на Северный Кавказ Березовский заявил лидеру сепаратистов Масхадову перед телекамерами: Россия заплатит любую цену за мир и стабильность на Кавказе. И она заплатит любую цену, чтобы удержать Чечню в составе России. По словам Березовского, эти слова не были показаны по российскому телевидению. Я могу сказать вот про последнее предложение. То же самое касается Украины. Она платит, сегодня Россия платит любую цену, чтобы удержать Украину. И эту цену берут у нее, самая большая проблема. Тут на Западе берут эту цену у нее. Вот в чем проблема у Украины. И вот касательно вот этого документа рассекреченного. Как нашу национальную освободительную борьбу превратили в международный терроризм, пример Березовского и его чеченоговорящих пособников. Борис Березовский, занимая пост заместителя секретаря Совета Безопасности РФ с октября 1996 года по ноябрь 1997 год, целенаправленно формировал у американских партнеров представление о национально-освободительной борьбе Демократической Чеченской Республики Ичкерия как о части международного исламистского терроризма. Согласно рассекреченной, еще отмечу, что еще нету Афганистана, еще нету 11 сентября, еще всего этого нет. Понимаете? Но уже нарратив со стороны России уже начинает воздействовать на американцев. Уже их готовят к тому. А потом происходит 11 сентября. Понимаете? Где также замешаны русские. Согласно рассекреченной дипломатической депеше США, еще в ноябре 1996 года Березовский, действуя по указанию кураторов из ФСБ, внушал Вашингтону, что мусульманский мир представляет собой молодую агрессивную угрозу западной цивилизации, а чеченцы – часть этой угрозы. Поэтому Россия обязана служить историческим оплотом и барьером на пути этой экспансии. Эта манипуляция радикально меняла восприятие конфликта в международном сообществе. Борьба за самоопределение подменялась глобальным противостоянием, в котором Чечения удерживалась в составе России исключительно как объект стратегического сдерживания в интересах США. Такая перекодировка смыслов обеспечила Москве международную легитимизацию расправы над чеченским народом и вписала чеченские события в глобальный нарратив борьбы с терроризмом. Особый цинизм ситуации заключается в том, что Березовский, публично позиционируя себя как миротворца и друга, даже распускались слухи, что он якобы женат на чеченке, одновременно выстраивал теневые финансовые каналы с идеологами радикализации внутри Ичкерии. Пока ФСБ за закрытыми дверями Госдепартамента выставлял чеченцев исламистской угрозой, их протеже, российские специсламисты Маулади Удугов и Ахмед Закаев, щедро спонсируемые Березовскими миллионами долларов США, в 1999 году открыто призывали к священному джихаду против неверных и первыми в 21 веке напасть на кефиров, помогая России дискредитировать национальные чаяния чеченского народа и окончательно писать войну в глобальный нарратив экстремизма. В результате подмены понятий национально-правовая основа конфликта была вытеснена на периферию, что принесло чеченскому народу неимоверные страдания и горе,
и предопределила долгосрочную изоляцию чеченского вопроса в международном правовом поле. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, 16 февраля 2026 года. Вот такая вот интересный документ мне попался. Ахмед Закаев — это тот человек, которого, кто помнит, первым одел черную повязку, черный платок и с арабской вязью. Там что-то написано у него там, не разобрать, короче. И в таком виде он пришел в Кремль. То есть друг Березовского, этот протеже Березовского, который получал бабки с него. Маулади Удугов, я тогда жил в Москве, приезжал домой, и это межвоенное время, и вы на канале «Кавказ», он назывался у Удугова, но днем и ночью просто. Вставай, джихад, там такая песня, арабские вот эти разные нашиды, это называется. О, Димун, муслимун, о, Димун. Вот днем и ночью просто зомбирование шло чеченского народа. И это делал Удугов, это делал Закаев. Понимаете? И теперь вот этих Удугов и Закаевых здесь в Европе считают какими-то борцами, какими-то сопротивленцами. Так значит, все заодно получается. Понимаете, как это выходит тогда? Значит, чеченский народ уничтожали все вместе, получается. В Англии он сидит. Почему Англия ничего не предпринимает? Убитый новозеландец и 3 англичанина. Опять где-то там, где-то Закаев там где-то светится. Еще что-то происходит. Удугов там говорят в Турции. Как это так получается? Дайте нам ответы на это. Либо признайте, что вы тогда соучастники тогда вместе с этими людьми оболгать чеченцев. Что мы, чеченцы, стали исламистами, террористами для всего мира. Так это вот эти люди нас сделали террористами, исламистами. Глаза Березовский, Ходорковский. Ходорковский уже потом сидел уже, не было у него таких возможностей. Но то же самое, такое же дерьмо, как и Березовский, понимаете? Все это одного поля ягода, понимаете? Вот что с нами делали. И с вами украинцы то же самое делают. Как вы этого не понимаете? Вы не можете этого не понимать, не видеть. Вы же сами видите. Далее. Сейчас, одну секунду. Так. И я хочу дать вам послушать еще одно видео. Это буквально 1 минуту. Это экс-министр внутренних дел Федеративной Республики Германия с 2005 по 2009 годы Вольфганг Шойбле. За 1,5 года до своей смерти он говорит вот эту свою речь. Это в июле 22 году, говорит он, и, к сожалению, в 23 году, в конце 23 года Вольфганга Шойбле не стало. Признал он свою вину за помощь России в войне против чеченской независимости, ошибочно борясь с исламским терроризмом. Это министр внутренних дел говорит. Понимаете? Вчера в Мюнхен приезжает Зеленский, рассказывает он про 5-дневную войну в Украине, в Грузии, про Сирию рассказывает, про еще что-то, про Чечню ни слова. 1-2 раза он всего раз употребил это про Чечню. Все, молчок. Да, Зеленскому, видимо, команду дали. Больше про Чечню не говори, ты что позволяешь себе слишком многое. Понимаете? Как это так? Эти же люди, этот же Путин, этот же Патрушев, эти же люди воевали против нас. Они нас уничтожали. Понимаете? И они же уничтожают сейчас украинцев. И все, и Зеленский не говорит про самое кровавое преступление, понимаете? Про самое большое кровавое преступление вот этой фашистской России. Позор, позорище просто. Давайте послушаем Вольфганга Шойбле. Что касается американцев, в то время, в 30-е годы, они тоже не нашли бы поддержки большинства вести другую политику в отношении Гитлера.
Это чудовищное открытие из истории. Как и у нас. Только после вторжения в Украину медленно началось то, что наш федеральный канцлер называет поворотным историческим моментом. Was jetzt unser Bundeskanzler als Zeitenwende beschreibt. Wir hätten eigentlich bei Georgien. Мы должны были распознать это самое позднее во время войны с Грузией или еще раньше, и тут я должен признать и свою собственную вину. Мы должны были понять это еще во время войны против чеченцев, обстрелов Грозного. Это не была борьба с исламистским терроризмом, как нам тогда казалось. Будучи министром внутренних дел, я ведь успешно сотрудничал с моим российским коллегой в борьбе с исламистским терроризмом, как я тогда верил. Но если бы я посмотрел на это хоть немного более критично, то мог бы увидеть, что это вовсе не борьба с исламским терроризмом. Мы могли бы увидеть это раньше, но мы этого не сделали. И бесполезно задним числом обвинять друг друга или соревноваться в том, кто раньше или позже это распознал. Zu viele Menschen denken immer noch, dass sie nur bei der К сожалению, Вольфганга Шойбле уже нет с нами, но я, конечно же, не одобряю то, что он критично не посмотрел на это, но и признать за полтора года до своей смерти о том, что он был неправ, это мужество и огромную благодарность. И дай Аллах, чтобы он был доволен тем местом, где он оказался. Дай Бог, чтобы этот человек и его семья, человек умер, и его семья, чтобы живущая, чтобы ничего плохого, горя не знала. Вот такая вот ситуация, друзья. И наблюдая сейчас за ситуацией в Украине, я вижу, что, знаете, когда у вас всех, вот сейчас украинцев появляются лидеры появляются, там тот же Андрей Порубия, который убит, много-много украинских лидеров. И я даже некоторых, не буду фамилии называть, но украинцы сами знают, они формируются. Лидеры — это не тот, кого тебя КГБ назначает или СБУ, а тот, кто из людей, люди сами избирают. Это и есть свободное общество. Политическая полиция, вроде СБУ, она должна охранять от шпионов и от измены внутри, а не для того, чтобы контролировать и ставить своих марионеток и фактически управлять процессом управления государством. Нет, это политическая полиция. Она должна, как криминальная полиция, которая занимается преступниками, если она становится сама криминальной и всех криминальных авторитетов она назначает, то это уже не криминальная полиция, это уже часть вот этой криминальной системы. Поэтому если политическая полиция, СБУ, там, ФСБ или какая-либо другая начинает устанавливать своих людей, а не контролировать безопасность этих людей как политиков, то она становится уже политическим центром, политическим главным органом, то это государство уже не свободно. Не свободно. Оно уже захвачено этими людьми. В любой стране, да, спецслужбы нужны, без них никак, но это очень такая тонкая грань. И вот эти лидеры, которые у вас появились, они бесценны. Им нет цены. Вы, украинцы, должны их защищать, оберегать, и просто они, конечно, им тоже нужно объяснить, что они не пуп земли, и чтобы они тоже не стали какими-то диктаторами. Но при всем при этом факт, что сегодня на протяжении, после истечения 30 лет, по истечению 30 лет, когда мы потеряли все, кого так можно, потеряли кого, русские, своих реальных врагов, убивали, не жалея никаких ресурсов. Заткнуть, убить, дезориентировать, оболгать, это просто все бросалось на это. И сейчас в этом же процессе мы сейчас находимся. Но и мы теперь, чеченцы, видим, а я человек, который все свои вот с первых дней, я все это читал, интересовался, спрашивал, ну, как сторонний наблюдатель. Я в этом не участвовал во всех этих процессах. Да, я помогал, там, больница, тюрьма, вот вся моя работа была. Больница, тюрьма, отдел полиции, тогда это милиция называлась. Вот чем я занимался. И сегодня, когда я это вижу, я вижу, что те люди, которые больше всех кричали про исламистов, что мы джихад священный. Ахмад Кадыров был джихад, который объявлял. Это первый человек, который объявлял джихад. Понимаете? Первый человек, который говорил, что мы пойдем, что жена не должна слушать своего мужа, ребенок не должен слушать своих родителей, надо уходить воевать против, на священную войну, джихад там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот что.
говорили, говорили Кадыров, Закаев, Удугов, и эти люди выжили. Кадыров Ахмад не выжил, потому что у него внутри была разборка, а у них эта грязня, она всегда была, есть и будет. Друг друга они тоже люто ненавидят. Кадыров многих убил, уже Рамзан, и за потоки денежные и так далее, и так далее. Но Ахмада Кадырова ликвидировали русские. Я думаю, это клан Патрушева ликвидировал. Вот как-то так это было. И сейчас, когда я наблюдаю за украинцами, я вижу вот один в один такое чеченское дежавю. Я это называю чеченским дежавю. Один в один все повторяется. И мне больно, мне печально это видеть. Я не хочу это видеть. Я не хочу, чтобы вы повторяли наших ошибок. Я хочу, чтобы Украина выстояла, победила. Понимаете? Для нас это важно. Для нас это очень важно. В этом мире у украинцев нету таких болельщиков, как чеченцы, потому что от вас зависит просто наша жизнь. Понимаете? Ваша победа – это наша победа. И если вы ее не оказываете, ее не одерживаете, то все, наша тоже откладывается. А нам еще подготовили, что у нас там будет новый сектор газа, и там будут исламистский анклав, они хотят сделать. Ну, короче, целая у них программа, как я считаю, по поводу нас подготовлена. Поэтому это важно, чтобы вы это все понимали, украинцы. Понимали, и если бы туда не пригласили бы человека, который предлагал Исе Мунаеву $1 миллион и стать министром внутренних дел российской Чечне, и пригласили бы наш президиум правительства, как Верховная Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия, вы настоящих пригласили бы, не тех, кто за Россию говорил, что часть Чечня, часть России, а настоящих, кто принципиально стоит. Там бы было бы тысячи чеченцев, десятки тысяч, я думаю, чеченцев там было бы. Понимаете? Тысячи. Только в Сирию, когда там открыли дорогу, возможность, всех позвали, правильная пропаганда, все было сделано, тысячи чеченцев уехало. В Украину уехало бы десятки тысяч. Вот вся европейская молодежь чеченская, она приехала бы сражаться за Украину. 90% этой молодежи, я уверен, приехала бы. Потому что там бы мы сформировали бы свою армию, там бы мы сформировали бы свой кулак, силовой кулак. Но Россия этого страшно боится. И украинские власти не дали этого сделать. Какие-то симулякры туда позвали, имитация деятельности. Все, имитация. И вот на чистом энтузиазме украинских воинов держится это все. А он тоже не безграничен, и их жизни, они каждый день тоже теряются. И пусть это все знают. Навеки вечные. Зеленский объявил на Мюнхенской конференции, что Европа и США мало помогают Украине. Но я думаю, если бы я, конечно, сказал, что взял мораторий, не критиковать Зеленского, потому что все-таки это президент, и другого пока у Украины нет. Но нужно сказать, больше помогали бы, если бы там не была бы агентура КГБ СССР, и не была бы коррупционная схема мародерства. А мародеры не могли бы убежать в другую страну, например, в Израиль, и спрятаться там, а сели бы в тюрьму за то, что они мародерничают. Вот тогда бы больше помогали бы, мне кажется. Американцы не дураки, они тоже все видят. Так, таможня задержала министра энергетики Украины при выезде из Украины и не дала ему выехать. Да, этого задержали министра энергетики. Видимо, у него не было израильского паспорта, поэтому его задержали. А если я никогда под другой флаг не стану и не приму мир и не забуду эту войну, я националист и цель для РФ? Да, конечно, Дмитрий, конечно, автоматически. Спасибо, что говорите об этом. Например, я не знал это про Березовского. Многие русские типа оппозиционеры КГБ, ФСБ, агентства, и надо об этом говорить и напоминать людям. Да, Бачана, надо, конечно. Я тоже про Березовского был намного лучшего мнения, пока вот этот документ не
рассекретил. Также Березовский занимался вот выкупом похищения людей. Таким образом, они фактически финансировали вот это похищение. И это уже было превращено в такой национальный вид спорта. Потому что за это сразу выплачивали России. Вертолет прилетал на чеченскую территорию, сажался вертолет, сумки с деньгами выкладывались. Теперь я полагаю, что это своим людям там выдавалось. Там рядовые, конечно, обмануты, а руководство, которое с Закаевым, с Удуговым там, и с другими занималось этим. И это было, к большому сожалению. И мы не должны больше повторить этих ошибок. Так, я думаю, тогда в Ичкерии было очень мало выбора, и по одному получилась помощь от радикально настроенных исламистов, так называемых. Нет, не совсем так. Знаешь, это такая искусственная помощь была. Исламистские братья-мусульмане, да, они и в Турции есть, и в Палестине есть, в Египте есть, они везде такая сеть братьев-мусульман, да, как это, Хамас, да, по-моему, это называется у них. Ну, в общем, там, как это у них там, ну, как это у них там называется. Так вот, как они делали? Это была гуманитарная помощь. Вот сейчас сектор Газа, они тоже гуманитарную помощь пытались отвести россияне. И точно так же они нам завозили эту гуманитарную помощь. Но гуманитарная помощь была следующая. Это были медикаменты. Медикаменты, бинты, там, таблетки, все, шприцы, все необходимое для больного, для аптеки и для больницы. Но и ты этому не откажешь, правильно? Реально катастрофа, реально экономическая, социальная, медицинская катастрофа в Чеченской республике. Ичкерия была после Первой русско-чеченской войны. И продолжалось это все, понимаете? Там банды были, бардак был полностью, который нагнетался российскими спецслужбами. У Аслана Масхадова вокруг было огромное количество вот этой агентуры, которая его вот так, как сейчас Зеленского, там вот так ему голову выносили. И что делалось? Медицинские вот эти медикаменты все отдавались России, напрямую Чечне не отдавались. Россия уже отдавала уже Чечне эту гуманитарную помощь через Россию. Так Россия отдавала их своим людям. Свои люди делали, не раздавали бесплатно, не давали больницам. Ставились аптеки, и по аптекам все это продавалось. И потом уже эти аптеки, вот эти, за продажу вот этих медикаментов, вот этого всего необходимого медицинского, вот эти деньги передавались вот этим так называемым джамаатам. Вот эти джамааты были параллельно наших официальных военных структур. И эти джамааты были уже богатые, у них деньги были, у них оружие было, у них провизия была, у них все было. А у реальных наших бойцов ничего не было. И даже доходило до того, что идет война, вот с одной стороны находятся наши чеченские бойцы, с другой стороны тоже чеченские бойцы, ну над ними какой-нибудь там радикальный там исламист стоит во главе. Вот у них есть еда, про патроны, про оружие я даже не говорю, еда. Чеченцы, все мусульмане, да, если так по большому счету брать, да, но они их тоже не считают мусульманами. Они им еду не давали. То есть одни все вместе воюют против русских, у этих есть нечего, одеться нечего, а у этих есть все, у них финансирование идет, поддержка. Вот таким вот образом они вооружали вот эти свои банды. И потом у этих банд, которых деньги есть, оружие есть, они переманивали лучших бойцов в свои вот эти джамааты. Он приходит туда, он оказывается, все же свои, да, а рядовые-то все, они же честные. Они-то реально думают, вот враг Россия, да, я мусульманин, да, там идеология, правильные вещи говорят, складно все говорит, да. Никто о всемирном джихаде, захвате всего мира, вообще в голове этого не было у чеченцев, вообще близко не было, как нас представили всему миру, что мы всеобщий какой-то джихад там. Это все Удугов делал, Закаев делал, Березовский, как мы видим, делал. Вот так они нас представляли. И в итоге вот получалось то, что получалось, что нас представляли вот такими вот исламистами, и в итоге уже все вот эти джамааты получались, что вот они главные. А это те же вчерашние вот бойцы, просто
там нет финансирования, ты идешь сюда к этим бойцам. Но это на войне, это в порядке, еще тебе патроны нужны, одежда нужна и так далее, и так далее. Вот и все. Вот как это все делалось. Так. Но я тебе так скажу, до войны 22 года мы тут тоже считали, что война в Чечне была войной РФ с террористами. И ролики нам показывали, как молодым русским воинам перерезали горло, как баранам. Осознание сейчас. РФ готовилась к войне с Украиной 10 лет и потратила на перевооружение и подготовку 1 триллион долларов. Ну, коррупция подкорректировала эти затраты. Но смотри, во-первых, ты, наверное, очень долго спишь, если до 22 года до тебя не дошло. Я получал от украинцев еще в 2014-2015 году слова поддержки и извинения за то, что делали. Видимо, у тебя немножко, как у жирафа, наверное, далеко доходило до тебя. Это во-первых. Во-вторых, молодым русским воинам ты их слишком нежно называешь. Это русские оккупанты были. И провокация была по убийству это сделана. Одной из провокаций таких замешан Ахмед Закаев и его представители здесь в Европе, которые находятся. Понимаешь? Они взяли 4 русских, отдали бойцам, которые были на взводе после нескольких недель тяжелейших боев. Им отдали и сказали, вот на камеру снимем и так сделаем. И таким образом через 10 дней, буквально 11 дней, Джохар Дудаев был убит после этой казни вот этих 4 русских. Всех тех, кто принимал участие в этой казни, также были либо убиты, либо посажены и так далее. Поэтому не было того. А то, что ты верил, ну, ты не анализировал. Это говорит о твоих интеллектуальных способностях только и всего. До 22 года, если тебе пришлось ждать. По миру нельзя ходить с протянутой рукой, говорил Дудаев, предупреждая руководство Украины. Асланбек Тутаев. Чеченцы боролись за свою свободу в первую очередь. Да, совершенно верно. Так, кому ты Зеленский вывез семью в Израиль, говорит Асланбек Тутаев. Не знаю, ну, не знаю. Ну, семья-то она там ему не нужна, по идее. Ну, а если уедет туда, то все будет в безопасности. Ну мне было 10 лет. Говорит. Ну ладно, тогда ничего удивительного. Тогда я все правильно сказал. 10 лет, конечно, интеллектуальное развитие, еще рано делать выводы. Так, по поводу наших... Так, подождите. По поводу нашего голосования. Вы замечаете, что на украинских каналах слишком часто говорят о скорой победе, скорой победе и скором крахе РФ. Да, 42%, нет, 27%, не знаю, 31%. Вот такая вот у нас получилось интересное голосование у нас такое получилось. Так. Большому сожалению, украинцы, я постоянно пытаюсь не вмешиваться, я уже много раз это говорю, просто чтобы понятно было, потому что я не кричу, не бью во все колокола, потому что я говорю, я знаю, что меня смотрят думающие украинцы и люди, которые верят в то, что я независим и говорю то, что есть. Но я вам скажу, друзья, сейчас уже пора уже начать бить в набат и говорить, кричать во весь голос, что если сейчас что-то не изменить, мы можем оказаться в очень тяжелом положении. Уже давно нужно что-то изменить, давно. Чтобы ты понимал, у нас все прекрасно. Понимают, где чушь и бред. И такие, как Гордон, никто не слушает.
Ну, я не знаю, слушает или нет, но у него несколько миллионов подписчиков, и днем и ночью у него там идет целая работа на этом. И того же Кутаева они там приглашают и так далее. Это абсолютно античеченский элемент, ваш Гордон, и я также считаю антиукраинский. Потому что Чечения и Ичкерия – это маркер, по которому я сужу, кто является реальным врагом России, кто является пособником России. Гордон – пособник России, как и многие другие у вас на каналах. Понимаете? Смотрит, не смотрит, это такая любимая отмазка. И, кстати говоря, если тебе было в 22 году 10 лет, то тебе сейчас, наверное, тогда получается, или в 14 тебе, да, сейчас, может, тебе 20 лет, то, наверное, было бы уважительно с твоей стороны на вы ко мне обращаться, 50-летнему человеку. Да. А во-вторых, то, что ты вот пишешь, то, что Гордона никто не смотрит, это такая, знаешь, не хочу сейчас выражаться, ситуация, где обычно отмазка. Каждый раз, не-не-не, это мы никого не слушаем. А так-то кто тогда дает Невзорову гражданство, кто дает? Кто просмотры этому Гордону делает и так далее. И не только Гордон ведь там. Не только Гордон, а Шевченко, не ваш ли он, как его, Фейкины, Мейкины, там сколько у вас, полно. Да? Очень интересно, очень интересно. Вот такие вот дела. Так. Слава Украине, героям слава. Кличко был в Немеччине. Да, бандитка, Бандеровка. Да, был. Он жил здесь, у него недалеко квартира есть на Хафен-Сити. В хорошем районе у него хорошая квартира. Гилаев не был исламистом. Руслан Гилаев тоже был? Нет, ни Руслан Гилаев, ни Шамиль Басаев, ни Докка Умаров, который объявил Имарат Кавказ, и Маулади Удугов усиленно пытался его представить, не был никаким радикалом, никаким исламистом. Понимаете? Не был, вот просто от слова совсем. Просто он находился в ситуации и пытался как-то регулировать, как-то что-то выправить ситуацию. А ситуация была невыправляемая. Потому что вокруг него была агентура вся ГБшная. Понимаете? И с другой стороны, ты так посмотришь, вроде так посмотришь, классно, короче, там Турция где-то помогает, что-то делает. Там Удугов, например, может быть, в Турции находится и так далее. И кажется, там и так далее. А в итоге Турция-то тоже борется с международным терроризмом, так называемым. Понимаете? И все получается, вот здесь, например, в Европе у нас огромное количество российской агентуры здесь. ТикТоки ведут, там не ведут, там скрыто где-то действуют и так далее. В инстаграмах везде сидят. Почему их не депортируют отсюда? Так они стучат на чеченцев, которых подозревают в исламизме. А министр внутренних дел Шойбле говорит, что это была ошибка. Нет, чеченцы никакие не экстремисты, не террористы. Это национально-освободительная борьба была. И есть до сих пор законная, правовая, которая закреплена в международном праве, уставе ООН, право народов на самоопределение. Это законное действие чеченцы делают, как сейчас это делают украинцы. Но нет, представляете, и поэтому им нужно, они все повязаны чеченской кровью, понимаете? Все. И поэтому им невыгодно говорить об этом, они будут молчать. Вот у Шойбле хватило мужества. Честь и хвала такому человеку. А остальным не хватает. Вот поэтому мы находимся в такой ситуации. Какие-то исламисты. Где вы исламиста видели? Я не знаю. Если мусульманин, любой мусульманин это исламист, да, ну тогда мы все исламисты. Тогда вы тогда христианисты или иудаисты. Не знаю. Тогда всех давайте объявим межнациональную, межцивилизационную, как в средние века, крестовые походы, там, джихады, будем друг друга миллионами убивать. Как во имя Бога никогда в истории люди друг друга не убивали, как во имя Бога.
самыми жестокими, самыми варварскими методами во имя Бога людей убивали. Всю историю. Поэтому человечество дошло до международного права, для ООН, до становления такой системы, где люди перестанут просто убивать во имя хотя бы Бога. Ради нефти-то не перестают убивать. Но хотя бы вот этот бред уберут, когда один человек убивает другого, потому что ему, видите ли, Бог сказал его убить. Никакой бумаги, никакой печати у него нет. Просто он убивает его. Ему какой-то там мулла там, или какой-нибудь поп на уши, или раввин на уши прожужжал, вот он вам рассказывает сказки. А фанатики убивают людей. А кто за этими фанатиками стоит? Давайте разбираться, так исходить. Зачем бороться со следствием? Вот с причиной нужно разбираться. Кто стоит за этим? Кто доводит до эту ситуацию, до этого? Вот и все. Так, ни Гилаев, ни Басаев, ни Умаров, Докка Умаров не были исламистами. У меня близкий, самый-самый близкий человек Докки Умарову, мой друг. И он говорит, нет, он с ним жил, спал вместе, воевал, все прекрасно этого человека знаю. Он говорит, не был он никаким исламистом. Не было у него в голове, у него была своя Ичкерия, он был хорошим воином, одним из лучших воинов. Да, когда не осталось никого, возглавил Чеченскую республику. Потом под обманом того же Маулади Удукова, вот этих всех исламистов, которые заседают в Турции, начали обрабатывать его, давай Имарат. И вот он отошел, сложил в себя полномочия президента и возглавил какую-то организацию. Но система государства у нас сохранилась. Все у нас есть, не будем вдаваться в детали. Чеченцам клички навешали, как и украинцам. Да, это сейчас украинцам еще не навешали, Асламбек. Украинцам навешивают, когда у них все пошатнется, когда у них все будет плохо, не дай бог. Вот тогда украинцы поймут, что испытывали те, когда Голодомор был, когда Голодомор покажется цветочками. Если украинцы сейчас не защищаются, где-то там ТЦК избегают, там еще где-то там фронт не хотят идти, то поверьте, это мы все, чеченцы, проходили. Мы погибли, пострадали больше мирные люди, когда мы оказывались под их влиянием, по концлагерям, по разным спецоперациям, по разным обманам всяким разным, чем во время войны, непосредственно в боевых действиях. Понимаете? Голодомор несколько миллионов покажется цветочками. Убитыми Голодомор цветочками может показаться. Правда, сейчас у Украины есть защитник, армия, украинский народ вооружен и очень опасен. И дай Бог, чтобы он оставался таким. Поэтому так просто не получится. Но Россия не сдается. Ей сдаваться некуда. Если она сдастся, Россия никто, Россия ничто, российский народ ничто. Есть КГБ СССР, ФСБ, которая управляет этой Россией. И управляет Украиной многими процессами. Влияет, по крайней мере, очень сильно в Украине. Понимаете? Вот эта ситуация, которая там есть, она может очень-очень аукнуться. Турция борется с международным терроризмом исключительно в пределах своих интересов. А там такой же диктатор, как Плешивый. Да, я думаю, да. Чеченцам клички понавешивают, как украинцы, да. Курдов и борьбу за свое государство можно назвать террористами? Я считаю, что каждый народ, который имеет свою территорию, свой народ, соответственно, и свое правительство, имеет право на свое государство. Будь они коммунисты, будь они там кто угодно. Они там уже далеко от коммунизма, уже ничего не осталось, по идее. Просто эти люди борются за свою свободу. Но даже если они коммунисты, от более страшного и бесполезного, глупого, чем построение халифата сегодня, который делает, и построение коммунизма, я не вижу. Вот даже если они имеют право на это. Это закон. Понимаете, это закон, это право. Почему там Китаю коммунистическое можно быть, а курдам нельзя? Только потому, что у них нет атомного оружия? Или потому, что их нет миллиард? Нет, конечно.
Курды имеют право, как любые люди, как и евреи, на свое государство. Все имеют право на свое государство. Алейк салам, КМС, Машуэль. Дересуэль. Кирилл водой ракеты брызгает перед тем, как Украину послать людей убивать. Как Украину. Да, совершенно верно, Самбек. Вся русская церковь это террористы. Да, ФСБшники. Han hatterna assein цеха эл жуап дилерхунд. Und elsot ehar цатиш царя. Украинча цатиш боя. Украинча венгуш вот он беш лекш цен гарчал нахма бой ёбол метка боч. Und дальше ишхалак бир бош. Пу ёбола. Но агентурию из Хамелдац это отрицать просто бессмысленно. Да? Причем на самом верху эта агентура. Русско-арабский халифат тоже. Вот как раз был бы самый подходил бы русско-арабский халифат. Так, друзья, ну мы уже 1,5 часа в эфире. Я еще раз благодарю за подарки всем. Всем вам большое спасибо в ТикТок, друзья. И сегодняшний свой стрим я закончу. Подводя итог нашего голосования, хочу сказать, что да, ответили 41%, что на украинских каналах слишком часто говорят о скорой победе и скором крахе РФ. И нет, ответили 26%, 33% ответили не знаю. Но 406 человек проголосовало. Поэтому, но такие вот факты, я думаю, конечно, это такой был риторический вопрос, мы все видим, что это есть. И завтра у нас будет стрим с Аядом Идиговым, 19:00. Обязательно приходите, задавайте вопросы. Это умнейший человек, опытнейший человек. Заходите, общайтесь, украинцы, это тоже вас касается. И, конечно, касается армян и азербайджанцев, которым тоже сейчас предстоит, нам на Кавказе, предстоит новые нехорошие вещи. Дай Бог, чтобы обошлось. Но, по всей видимости, нас ведут к чему-то очень нехорошему и страшному. И очень долгому, что еще больше катастрофично. Так, дер Бог смичуа, мелволчер, тема бершем, молодциш, барцер. Да. Дигдо, спасибо, Бандеровка, и вам спасибо. На этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, всего самого хорошего. Слава Украине, все будет Ичкерия. Ночек амдин духираду, дал мола. Ичкери туларю. Адикюэль маш ойл, асера бюстегалер. До свидания.